Здравствуйте, Давид Чичевич. Спасибо, что согласились на интервью с нами. Впереди у нас последняя неделя предвыборной гонки. 1 марта мы будем вновь выбирать президента Республики Абхазия. Эта неделя прошла в затяжном кризисе внутриполитическом. Буквально вчера состоялась встреча кандидатов Бадры Гунба и Адгура Ардынова, в рамках которой было подписано соглашение. На ваш взгляд, насколько данный документ своевременный и что он даст нам всем? Будет ли он неким стабилизатором сложившейся внутриполитической ситуации? Начну с того, что нынешняя кампания по выбору президента, она очень в такой напряженной обстановке проходит. Общество начало знакомиться с новыми технологиями, которые раньше мы мало слышали, мало знали. Эта технология, она ничего хорошего, в принципе, не несет обществу. Она несет раздор, раскол. И очень важно в этой ситуации каждому человеку, кто участвует в предвыборной кампании, тем более кандидаты в президенты, уметь держать себя, показать свою политическую культуру, показать свою духовную культуру, показать свое человеколюбие. И, конечно, это не так просто, но это должно быть обязательно. Особенно будущему большому политику, который хочет возглавить наше государство. После первого тура, особенно после подведения тура, конечно, было много радости, наверное, есть какие-то огорчения, это вполне естественно, потому что баллотировалось у нас 5 человек, на второй тур прошли всего 2. Но когда международные наблюдатели начали подводить итоги, я вам скажу, я уже на Абхазию начал и на наше население по-другому смотреть, на наших граждан по-другому смотреть, по-другому их оценивать. То есть наблюдатели сказали, что здесь были демократические выборы, прозрачные, откровенные. Каждый гражданин Абхазии свое волеизлияние мог свободно произвести. Это очень важно. Конечно, авторитет Абхазии, авторитет нашей страны, он достаточно стал весомым. И мое поколение людей это, конечно, очень и очень радует. После того, как первый тур закончился, начался второй тур, подготовка к второму туру. Она, конечно, гораздо сложнее, чем первый тур, потому что теперь уже 2. И штабы работают, скажем так, чтобы максимально завлечь людей в свою сторону. Это вполне естественно, это так и должно быть, такова политика, такова технология проведения предвыборной кампании. Но здесь очень важно быть достаточно, скажем так, корректным, не переходить какие-то черты нравственные, моральные, этические и так далее, которые в какой-то степени того или иного человека могут не в лучшем виде высветить. Эти процессы пошли, но, к счастью, эти процессы начали останавливаться, потому что 2 кандидата в президенты уже был посыл попробовать договориться и подписать документ, в котором четко определит, как дальше оставшуюся неделю себя вести. Это дало нам, жителям Абхазии, нашим гражданам, конечно, определенный такой положительный посыл. И то, что вчера был этот документ подписан, многих это очень обрадовало. Мы в какой-то степени, скажем, тяжесть, усталость, в какой-то степени мы сняли, Я хотел бы надеяться на то, что те пункты, которые в этом документе изложены, они будут в основном выполняться. Очень бы этого хотелось. Если мы это сделаем, тогда более-менее мы придем на голосование уже, скажем, более спокойно, без эмоций, без срывов и так далее, потому что все-таки наши кандидаты в президенты в такой гонке предвыборной, надо сказать, что они, конечно, тоже устали. Это видно по лицу, это видно по их поведению и так далее. Но как бы это ни было, политика дело сложное, она достаточно, скажем, очень
трудная, и тут очень важно умение держать себя во всей этой ситуации. Я, конечно, глядя на наших кандидатов, могу оценивать, и, конечно, это субъективное мое отношение, кто как себя ведет, кто как говорит, но мне, например, нравится, когда кандидат в президенты говорит ровно, спокойно, уверенно, не затрагивая, не критикуя кого-то, не, скажем так, не переходя те рамки, скажем, политкорректности, которые, в общем-то, мы привыкли, по крайней мере, это видеть. Знаете, я вспоминаю события 1978 года, я был молодым человеком, я вспоминаю, когда на площади в Сухуми собралось огромное количество нашего населения, да? Тогда к нам в гости приехали очень известные люди, и притом это большая сила тогдашняя, да, Капитонов, Бровиков, Рубен. И на этой площади, на нашей площади, выступил Георгий Алексеевич Дзидзария, наш академик, наш профессор, мудрейший человек. Это человек, который оставил, наверное, огромный след в нашей истории, в нашей жизни. Он сказал следующие слова. К нам приехали такие люди, которые могут нашу судьбу решить. И потому я обращаюсь к вам вести себя очень корректно, очень ответственно. Я хочу, чтобы мы показали нашим гостям нашу культуру и нашу воспитанность. На самом деле так и было. Ничего не произошло, ровным счетом. Никому не было позволено даже крикнуть, да, и даже свистнуть или что-то, какой-то шаг и так далее. Вот такое сообщество было у нас тогда. Конечно, со временем все поменялось. Сейчас люди не особенно сдержаны, особенно это касается молодежи, да. Но, тем не менее, мы, старшее поколение, должны учить наших молодых людей, как себя вести. Это ведь не последний выбор. У нас выборов будет много. И парламентские, еще президентские, еще какие-то другие выборы. Может, возможно, нам придется по каким-то очень важным вопросам государства проводить референдум. И мы должны быть к этому готовы. И надо в этом плане работать, особенно с молодыми людьми, и работать с нашими гражданами. Людям надо говорить о том, что, договорившись, придя к какому-то знаменателю, мы больше решим в нашем развитии, чем постоянно противостояние. Вот глядя на телевизионные передачи, которые шли и идут до сих пор, на вопрос, что вы ждете от этих выборов, что говорили наши граждане в первую очередь? Они говорили, мы хотим мира и спокойствия, мы хотим с Россией дальше развиваться. Это же надо понимать, с уважением надо к этому относиться. Вот посмотрите, вот та кампания, которая проходит сейчас в разное время, Российская Федерация помогает нам, она помогает нам очень. Эти машины, скажем, даже школьные автобусы, это скорая помощь, которую мы получили. А что у России сейчас, когда идет война, когда новые территории, где все разрушено, в этих машинах они там не нуждаются? Еще как. Но они нам помогают. Вы понимаете, вот на юге России сегодня испытывается определенный дефицит электроэнергии. Где-то какие-то ограничения. Ограничиваются крупные предприятия. Но, тем не менее, мы стабильно получаем электроэнергию. Представьте себе, вот новорожденный ребенок. То ли он находится в родильном доме, то ли он дома у себя, не будет электроэнергии. Дети, школа, детский сад, больные, пожилые люди. А как без электроэнергии? Россия же нам в этом плане помогает, и с пониманием надо к этому относиться. Говорит о том, что ничего для нас там кто-то пытается подкупать, далеко это не так. Продолжая дальше о вчерашней встрече, я внимательно следил за этими, до этого тоже мы собирались, вот круглый стол, мы давали оценку, каким будет соглашение, как люди его воспримут и так далее. Но когда я посмотрел по телевизионному каналу, и каждый из кандидатов в президенты мог высказаться по этому соглашению, я, откровенно говоря, как-то в какой-то степени и начал себя успокаивать и успокаивать своих людей, с кем я постоянно нахожусь в контакте. Да, это хорошо. Всегда договориться гораздо лучше для общества, чем быть в противостоянии. В противостоянии мы не можем развиваться. И еще раз я это подчеркиваю и обращаюсь к нашим гражданам, я просил бы всех
чтобы вы все пришли на выборы, все пришли вы и отдали свой голос, за кого вы хотите, кого вы считаете, значит, кому вы считаете нужным отдать свой голос, с тем, чтобы, избрав нового президента, мы стали на путь развития и созидания, крайне необходимое для нас. Мы отстаем. Вот те, кто бывает часто, скажем, вот в России, в других странах и так далее, они могут оценить наше нынешнее социально-экономическое положение. Мы очень сильно отстаем и будем отставать, если мы будем себя вести не в таком русле. Да? Мы должны договориться, мы все должны развивать нашу страну. Ведь запасной Абхазии, другой Абхазии у нас нет, у нас одна Абхазия. И левые, и правые, и та политическая партия, эта политическая партия, то движение, это движение. Все равно мы живем в этой стране, мы должны думать о его будущем, о будущем нашей молодежи. Тем не менее, впереди у нас довольно напряженное время, штабы будут работать по максимуму, дабы привлечь на свою сторону наибольшее число избирателей. В этой всей ситуации вы, как депутат золотого созыва парламента, как политик с многолетним опытом, вы общественный деятель, как вы считаете, вот, что нужно нам всем сделать для того, чтобы не усугубить ситуацию еще больше? Я не буду говорить представителям одного политического лагеря, либо другого. Всем нам, гражданам Республики Абхазия, вот как лучше вести себя, да, дабы не осложнить ситуацию? Я хочу пожелать нашим гражданам собранности, понимания политической ситуации в Абхазии, ответственности. Я бы просил всех наших граждан прийти на выборы и дать свой голос, и быть на высоте. Я больше чем уверен, что если мы пойдем по такому руслу, то подведение итогов второго тура будут таким же, как и в первом туре. Международные наблюдатели высочайшим образом оценят наши выборы. Для нас это очень важно. Мы молодое государство, мало кем признанное в мире. Это даст нам еще больше авторитета, еще больше имиджа нашей страны. И потому я всех призываю быть спокойным и очень ответственным. Спасибо, Давид Чичевич, за интересный, обстоятельный разговор.